Во время Великой Отечественной войны тысячи людей увековечили свои имена героическими подвигами, а наше поколение решило увековечить героев Советского Союза в форме граффити. Ведь победа в войне – то самое большое, что видится на расстоянии. В проекте «Истории в граффити» мы рассказываем о героях нашей страны. Граффити – это направление уличного искусства. Оно стало очень популярным с легкой руки, вооруженной промышленным аэрографом художника-активиста Олега Кайбышева и его единомышленника Артура Фазылова. В башкирской столице таких произведений стрит-арта более 20. Мы заставили художника этого замечательного граффити за работы. Артур, расскажи, пожалуйста, на каком этапе сейчас вообще проходит работа? Недавно мы работали над фоном, сейчас мы делаем последние линии в фоне, и, я думаю, приступим уже к отрисовке лица. А что вообще значат такие граффити по всему нашему городу, когда увековечивают память героев именно на стенах дома? Я сам живу в Сипайлово с 2006 года, причем совсем недалеко от этой улицы. И мне всегда было интересно, кто такая Ковшова, потому что я ничего о ней не знал совершенно. Наталья Ковшова – герой Советского Союза, снайпер. Во время Великой Отечественной войны Наташа вместе со своей подругой Марией Поливановой совершили подвиг. Израсходовав все патроны, девушки приняли волевое решение. Наташа и Маша бросили гранаты, подорвали себя и врага. Этот поступок увековечил их имена навсегда и помог победить нашей стране в войне. Имя Натальи Ковшовой носит морское судно. Ее именем названы улицы в 6 городах нашей страны. В Челябинске есть памятник. Интересно, как уфимцы относятся к граффити на высотном доме по адресу улицы Ковшовой, 6. Такая красивая, но вот наших героев сюда всегда вот надо выставлять всем, чтобы всем показывать, все знали, что, вот видите, молодежь не знает. Наталья Ковшова. А что сделала, не знаю. Наталья Ковшова, она спасла весь мир. Героиня Великой Отечественной войны. Вот, что знаю я. Когда ее немцы окружили, она подорвала себя с немцами. Наталья Венедиктовна Ковшова родилась 26 ноября 1920 года в городе Уфа. Но впоследствии она вместе со своей семьей переехала в Москву. Там в 1940 году Наталья окончила Московскую среднюю школу в Уланском переулке. Стены этой школы в Уланском переулке в городе Москве помнят героя Советского Союза Наталью Венедиктовну Ковшову еще юной девочкой, ученицей. В 1940 году Наташа успешно сдала свои экзамены и готовилась к поступлению в Московский институт. Но началась война. Когда началась Великая Отечественная война, она стала активным бойцом команды противовоздушной обороны, часто дежурила на крышах домов. Но целый месяц с начала войны ее не отправляли добровольцем на фронт. Наконец, 26 июля она была направлена в школу снайперов. Ковшова окончила курсы и в числе лучших выпускников получила звание командира отделения и снайпера-инструктора. Она писала матери: «Научилась стрелять из ручного и станкового пулеметов, бросала боевые гранаты. Словом, стала полноценным красноармейцем». 26 ноября мы празднуем День чести школы. И тем самым почитаем ее, вспоминаем о ней, всегда проводим в первых классах уроки, посвященные ней, посвященные всем погибшим людям в Великой Отечественной войне. У нас проходит акция памяти, мы возлагаем цветы к ее памятнику, и у нас проходит концерт. В нашей школе было очень много учеников, которые добровольцами ушли на фронт, и это действительно очень важная глава в нашей школе, потому что у нас был открыт госпиталь во время войны. И мы действительно считаем, что это очень важно, не забывать наших героев. Конечно, это очень важно, помнить о них. Пока мы помним их, они живы. О роли советских снайперов в годы войны красноречивее всего говорят письма солдат противника. Вот лишь несколько строчек из разных посланий. «Русский снайпер – это что-то ужасное, от него не скроешься нигде. В траншеях нельзя поднять голову. Малейшая неосторожность, и сразу получишь пулю между глаз. Снайперы часами лежат на одном месте и берут на мушку всякого, кто покажется. Только в темноте можно чувствовать себя в безопасности.
В наших окопах висят транспаранты. Осторожно, стреляет русский снайпер. На личном счету снайпера Ковшовой 167 уничтоженных фашистских солдат и офицеров. После перестройки здания в 2002 году здесь в школе был открыт музей. Основная часть его экспозиции посвящена Великой Отечественной войне и ученикам школы, погибшим на фронтах войны. Кроме того, здесь сохранились и личные вещи девушки-снайпера Наташи Ковшовой. Наталья Ковшова очень дорожила своим боевым оружием. В письмах маме она писала: «У меня винтовка, не снайперская, но очень хорошая, выпуска 1941 года. Очень ее люблю и чищу до седьмого пота. Она отвечает мне полной взаимностью и бьет в цель на отлично». В нашем музее представлено достаточно много экспонатов, посвященных Наташе Ковшовой и ее семье. Вот один из них. Здесь представлены ее тетради, рисунки, учебники, дневник, фотографии Наташи с ее родственниками. Тут даже есть фотография дома, где родилась Наташа, да? Да, Наташа родилась в городе Уфе, быть точнее на улице Пушкина в доме 117. Тот самый дом в Уфе, где жила Наталья Ковшова, по улице Пушкина снесли в 2005 году. Сейчас на его месте новостройка. В 2008 году торжественно открыли новую памятную доску, а в этом году на другом конце города вот-вот завершится масштабная работа художника Артура Фазылова. На полотно общей площадью 330 квадратных метров он уже израсходовал 100 литров фасадной краски и 240 аэрозольных баллонов. Такая вот благодарность герою Советского Союза, которая совершила подвиг во имя спасения жизни других людей. По злому року судьбы, после того, как был издан приказ наградить ее орденом Красной Звезды вместе с боевой подругой Марией Поливановой, на следующий день они приняли свой смертельный бой. На один из ответственных участков, где противник особенно мешал продвижению Красной Армии, лучшая снайперская пара Ковшова и Поливанова уничтожили 40 фрицев и пали сами. Победа в Великой Отечественной войне – величайшее событие 20-го столетия. Никогда не будет забыт подвиг тех, кто отстоял в боях нашу Родину. Победа в войне – это самое большое, что видится в расстоянии. Пятница 13-я войдет в историю Франции как кровавая. 6 терактов почти одновременно сотрясли Париж. В районе полуночи террористы-смертники взорвали 3 бомбы рядом с футбольным стадионом Стад де Франс. Беспорядки на западе Швеции. Молодые люди, скрывающие лица под масками, вступают в потасовки с полицией, поджигают автомобили и обстреливают проезжающий транспорт. В одном из районов... В Германии, в Кёльне, усиливают меры безопасности. Десятки людей заявили о том, что стали жертвами нападений в новогоднюю ночь. Полиция и свидетели говорят, что нападавшие были похожи на арабов или выходцев из Северной Африки. Мигранты в эти дни главные герои европейской криминальной хроники. Сегодня стало известно о том, как один из беженцев выкинул своих детей из окна приюта. Здесь с октября 2015-го мигрантами совершено более 5000 преступлений. В Германии расследуют обстоятельства новой атаки. На этот раз взрыв в тихом баварском городке Ансбахе. Пострадали более десятка человек. Сам преступник, выходец из Сирии, погиб. По всей стране усиливают охрану аэропортов и вокзалов. Час назад стали приходить срочные сообщения. В городе Шарлеруа неизвестный напал с мачете на 2 сотрудниц полиции. По последним данным, в Европу уже прибыло более 1 миллиона беженцев. И эта официальная цифра растет с каждым днем.